Якутское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов и творческая студия Евгения Прокопьева представляют «К декаде инвалидов 2020». В Республике Саха на сегодня насчитывается около 58 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Именно так принято называть сейчас граждан с инвалидностью. И не зря. Наличие инвалидности никак не должно принижать ни достоинства людей, ни их возможностей. Традиционно в Якутии проводится ряд мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Яро-Ваи было образовано в 1988 году. В настоящий момент в республике проживает более 58 тысяч людей с инвалидностью, из них в Якутской республиканской общественной организации инвалидов числится более 35 тысяч человек. Причем в организацию вступают добровольно, и это в том числе родители детей-инвалидов, общественники, которые хотят помочь деятельности общества. Общество инвалидов, в свою очередь, это организация, которая принимает активное участие в решении проблем людей с ограниченными возможностями здоровья, занимается проведением социокультурных, спортивных мероприятий, оказывает психологическую, юридическую помощь для своих членов, а также взаимодействует с органами исполнительной власти, вносит свои предложения в законодательный орган. Совместно с Министерством труда и социального развития Республики Яро-Ваи работает в тесном сотрудничестве. Проводятся круглые столы, семинары, встречи по актуальным проблемам инвалидов. В республике действует 32 местных организаций и 315 первичных организаций. В улусных организациях трудятся профессионалы своего дела. Есть проработавшие более 20 лет. Организации оказывают гуманитарную помощь членам, проводят различные мероприятия. На днях президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России увеличить финансирование на обеспечение жильем инвалидов. Сейчас это острая проблема. В республике на очереди в обеспечении специализированным социальным жильем стоят более 1400 человек. Возможность получения образования всеми детьми, независимо от ограничений возможностей их здоровья, законодательно закреплена в Законе об образовании в Российской Федерации. Инклюзивное образование дает возможность детям с особенностями развития ходить в обычные школы и учиться вместе с другими детьми. Опыт инклюзивного образования показал благотворное влияние на детей с инвалидностью в плане социализации и интеграции их в общество. Всемирная пандемия, связанная с распространением коварного вируса COVID-19, сильно сказалась на мероприятиях, проводимых в Якутии обществом инвалидов. В 32 улусах Якутии насчитывается 315 первичных организаций. Но несмотря на ограничения 2020 года, везде состоялись ранее намеченные мероприятия. Наши улусные организации успешно участвовали в конкурсах, грантах, спортивных соревнованиях. Среди победителей грантов мы с гордостью называем улусную организацию Мегино-Кангаласского района, Мирнинского района, Алданского района и так далее. Проводится совместная работа с Госкомитетом по занятости населения. Плодотворно работают наши организации в Алекминске, Мегино-Кангаласском улусе, Ленске, Тате, городе Якутске, Чурапче и многих других улусах. Ведется активная работа по благоустройству жилья для инвалидов. Это у нас в Сунтарском улусе в этом году они защитили проект и получили субсидию с муниципалитета. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить глав муниципалитетов Сунтарского, Татинского, Амгинского, Алекминского, Мирнинского улусов за тесное сотрудничество с нашими организациями. В этом году обладатель гранта президента Российской Федерации проект «Жемчужина творчества» получила положительный опыт проведения слета творчески одаренных людей с инвалидностью. В слете творчески одаренных людей с инвалидностью участвовали люди в возрасте от 18 до 80 лет.
И во время декады мы выпускаем сборник стихов участников этого слета. С начала года проведено ряд мероприятий, посвященных столетию первого председателя Якутской республиканской организации общества инвалидов Ефимова Гавриила Дмитриевича. Мы провели республиканскую акцию «Славим человека-ветерана», фестиваль народного творчества инвалидов и межулустные фестивали, которые мы приурочили к этой знаменательной дате. Также в этом году исполнилось бы 70 лет нашей Полине Иннокентьевне Алексеевой, инициатору создания Ассоциации спорта инвалидов Республики, пропагандисту здорового образа жизни. Мы к этой дате выпустили книгу с воспоминаниями, с фотографиями, отдавая дань уважения ее работе. Этот праздник, я скажу, что это праздник для них. Они готовятся целый год. Они так ждут этот праздник, как они сами говорят, ой, наконец-то приехали, наконец-то увидели. Мы проводили в 2002 году, и тогда было всего-то 30-40 человек. А сейчас 300 с лишним человек. Это очень много говорит о том, что люди стремятся сюда, люди что-то, какую-то пользу для себя берут. Проходят здесь большую реабилитацию. Это мы делаем для того, чтобы люди, вот эти колясочники, они целый год сидят дома. И чтобы они в общество выходили, мы делаем вот такие мероприятия. Танцы на колясках, сидячий волейбол для опорников. Но вот эти танцы сейчас как-то на первом они не так сильно тянулись, не так сильно хотели. Ну, барьер все-таки был, конечно. Но сейчас вот этот барьер снимается, и люди уже тянутся. Если в тот раз было постарше, которых больше, в этот раз молодых больше. И это нас, конечно, радует. Первый раз было 5 пар, а в этот раз 10 пар. Ну, большое спасибо, конечно, вот это, который подготовил вот этих ребят. 10 дней проживания было, мы устроили в профилактуре Хоту. И за 10 дней, конечно, у них продвижение очень большое. Спасибо Алине Павловой, это солистка театра танца, она подготовила их всех. И спасибо вот этим мальчикам, девочкам, студентам, которые учатся в хореографическом училище. Имена спортсменов, которые за 2020 год завоевали различные награды на престижнейших соревнованиях мира, теперь знает не только вся Якутия. Степанида Артахинова, серебряный призер чемпионата России по стрельбе из лука, Михаил Кириллин, чемпион по плаванию Всероссийского фестиваля «Пара Крым», Виктория Петрова, двукратная чемпионка России по толканию ядра. Жизнь слишком коротка, чтобы просиживаться на диване, там, стесняться кого-то. Она нам дана всего лишь один раз, и надо воспользоваться шансом, надо только начать. Начать очень сложно, поэтому все мы, спортсмены, служим примером и всех призываем к активному образу жизни. Люди с инвалидностью постоянно, ежедневно преодолевают трудности. Чтобы эти трудности стали чуть-чуть легче, надо заниматься адаптивной физической культурой. Будьте здоровы, до встречи в арене. – 2020 год ограничил многих из нас в своих планах, в путешествиях и в общении. Но те, о ком мы говорим, люди с ограниченными возможностями здоровья, в очередной раз показывают нам достойный пример, как сила духа может повлиять на жизнь. Занимайтесь адаптивной физической культурой, любите спорт, будьте здоровы.
Поздравляю всех людей с декадой инвалидов. Призываю людей заниматься спортом. От Министерства труда желаю вам крепкого здоровья, исполнения всех планов, неиссякаемой энергии, а также желаю дальнейшего развития и процветания Якутской республиканской общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с началом декады и желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, веры в себя и будьте здоровы! Я вам желаю еще больше терпения, конечно же, не болейте. Если любовь не сбудется, ты поступай как хочется, и никому на свете грусти не выдавай. Новая встреча лучшее средство от одиночества. Но и о том, что было, помни и не забывай. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам, порой и не так, а все хорошее не забывается. А все хорошее и есть мечта. Пусть о любви нечаянно кто-то сказать осмелится, если поверишь в это, сердце не закрывай. Сердце необитаемо, снова любовь поселится. Но и о том, что было, помни и не забывай.